إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Дорогие верующие, после этого у нас проповедь сегодня, третья часть, Муфсидат аль-Ухува, то, что нарушает братство, дорогие верующие. Дорогие верующие, когда мы приходим на джумуа намаз, нужно сидеть смиренно, покорно одному Аллаху, как будто вы сидите в намазе. Как начинается джумуа намаз, дорогие верующие? Никакие салами, никакие тасбихи, никакие азкары. Все как будто ты в намазе, баракаллаху фикум. Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, приводит нам хадис, дорогие верующие, Сахиха Муслими. Имам Муслим приводит в своем сборнике «Арвахуль джунуди муджаннада, ма та'арафа минха ихталаф, ва ма танакара минха ихталаф». Сказано в хадисе. Посланник Аллаха нам сообщает, дорогие верующие, что души подобны воинам, призванным войска, то есть имеется в виду. Те из них, которые узнают друг друга, объединяются. Те, которые подходят друг к другу, объединяются. Скажем, морские, допустим, морская пехота, будь это, морские военные, они объединяются между собой. Скажем, армия другая между собой. Специальная какая-то команда, скажем, объединяется между собой. Итак, посланник, саллаллаху алейхи вассалям, приводит пример. И он говорит нам, которые узнают друг друга, объединяются. То есть это уже по выбору объединяется, дорогие верующие. Те же, которые не узнают, расходятся, сказал посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям. Те, которые не узнают, ихталаф, расходятся. Итак, таким образом люди, посланник, саллаллаху алейхи вассалям, говорит нам. Имам Багави говорит, рахматуллах алейхи, наши души, арвах, махлука кабля аль-аджсад. Имам Багави, объясняя этот хадис, говорит, наши души были созданы еще в небесах до создания небес и земель и нашей плоти. Не было нашей плоти. وَالَّذِي يَعْنِينَا أَنَّ الْأُلْفَةَ تَدُومُ وَتَنْشَأُ وَتَسْتَمِرُ. Объединение бывает и продолжается столько, сколько есть возможность для объединения. وَتَسْتَمِرْ إِذَا فَعَلَتِ الْأَسْبَابِ الْمُوجِبَةِ. И продолжается объединение, единство среди кого? Среди наших людей, среди душ, среди людей объединение бывает, единство бывает, когда исполняет обязанности. Но тогда, когда не исполняют свои обязанности, люди что делают? Делают раскол. Когда оставляют свои обязанности, как мы до этого говорили в прошлых наших проповедях, что братство как нарушается. И продолжаем дальше, что братство нарушается, мы сказали, спорами разных видов. Будь это политический, будь это религиозный. Люди не хотят узнать истину. Люди не хотят сесть перед судом, выслушать оба стороны. Суд должен выслушать оба стороны и вынести решение. Только так возможно, как говорится, прийти к истине и ясности. Но каждый человек видит свою точку и начинает утверждать, что у него только правда. Будь это политическое, будь это религиозное. Религиозное, у нас есть откровение, дорогие верующие, стопроцентное, чистое, от Господа Бога, Аллаха Субхану ва Тааля. Чудесами подтвержденное. Чудесами подтвержденное. Пророков не принимали бы люди, если бы эти пророки не приходили бы чудесами. Просто утверждениями, своими доводами не хватило бы, чтобы люди приняли ислам, чтобы люди последовали за пророком Мухаммадом, за пророком Исой, за пророком Мусой. Люди не последовали бы, если бы у них не были бы чудеса, соответствующие этим временем. Во время Мусы очень много было распространено колдовства. У него были чудеса соответственно временем. И также во время Иса, алейхиссалам, было колдовство, и медицина сильно развита у людей. И Иса, алейхиссалам, чудесами оживлял людей. То есть Аллах ему даровал это чудо. Аллах даровал через его рук оживление мертвых и птиц даже.
Итак, чудеса Ибрагима, алейхиссалям, тоже были. И других пророков, пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи, были чудеса. Люди не последовали бы за пророками, если бы с откровением не было бы еще чудеса, дорогие верующие. А Коран до судного дня, дорогие верующие, является чудом до судного дня. Итак, дорогие верующие, мы продолжаем говорить и рассказывать причины раскола среди братьев, дорогие верующие. Причина раскола – не понимать свою вторую сторону. Будь это муж или жена в доме, не понимает жена, почему не приходит муж, допустим, в свое время. Быть может, он задерживается из-за работы, чтобы прокормить семью. Быть может, он задержался из-за этого, или, быть может, устал, дальше не может он делать пути. А где оправдание своему мужу? Как говорится, праведники говорили, 70 оправданий найди своему брату-мусульманину. Будь это сестра, будь это жена, будь это муж, будь это компания, будь это мечеть, будь это община. А где оправдание, дорогие верующие? Аллах, субхану ва та'аля, самый, кто любит оправдание для нас, для людей и джиннов. И послал Он для нас посланников от Господа Бога, из нашей среды же, из нас самих, с наших же народов, на нашем языке нам объясняют. И еще подкрепляя откровением, еще чудесами. Что еще нужно? Столько оправданий, дорогие верующие. Люди не задумываются о оправдании Господа Бога, Аллаха субхану ва та'аля. Итак, дорогие верующие, почему братство разрушается? Мин асбабия каthратуль муатаба ва адамут тасабу. Почему разрушается братство? Потому что много упрекают, много надсмехаются, много надсмехается над собой и над своим окружением, имеется в виду. Если ты надсмехаешься над своим братом-мусульманином, значит ты надсмехаешься над собой. Посланник Аллаха сказал, что мы едины, единая община, как одно единое тело, подобие войскам, братья, подобие войскам, подобие иману. Люди дружат по соответствию своей иманы еще. Некоторые не могут дружить с теми людьми, у кого выше иман. Почему? Потому что он ему не компаньон. Почему? Потому что он придерживается джамаата джумуа. Потому что он придерживается Корана и Сунни. Он не тянет с ним. А другой ищет подобие себе. Подобие себе. Некоторые ищут девушек лучше качеством, а сам он даже нормально молиться не молится. Он ищет лучшие качества девушку, чтобы была матерью, праведной матерью для детей. Да, хорошая мечта. Очень хорошая мечта. Поздравляю, брат. Но ты сам должен исправиться, чтобы Аллах тебе даровал такой няма. Итак, дорогие верующие, ас-сайид, господин, знаете, как бывает ас-сайид? Хуа ман ятагафаль ва лейса аль-мугаффал. Это господин. Высшего уровня человек, имеется в виду саид, господин. Это тот, кто не замечает ошибки своих братьев. Или, быть может, некоторые ошибки в своей семье. Быть может, некоторые ошибки своей паствы. Не замечает мелкие ошибки. Но, однако, он не является беспечным. Он не является беспечным, но когда ты начинаешь каждый раз за мелочи упрекать своих рабочих, свою паству, своих детей, свою жену, своих племянников, свой род, своих подчиненных, тогда что? Они не останутся вокруг тебя. Посланнику, саллаллаху алейхи, было сказано: «Валау кунта фаздан гализал кальби лам фадду мин хаулик». Если ты будешь строг с ними, слишком суров с ними, с подвижниками, то уйдут они от тебя. Нужно понимать, чтобы сохранить братство, дорогие верующие. Как нужно управлять компанией, как нужно управлять обществом, зная недостатки своего общества. ويتجاهل العثرات ويسكت عن زلات هو السيد المربي. Тот, кто не замечает некоторые маленькие недостатки, не грехи, а маленькие недостатки, он является на самом-то деле и молчит он, и он является господином и воспитателем должным образом. За каждую ошибку не надо порицать, дорогой верующий. Это является, он чувствует братство. Родство расколется, если не сохранить братство. Семья расколется, если не сохранить братство. Компания расколется, если не сохранить братство. А если какой-то иждивенец, скажем, иждивенец имеется в виду, он не хочет работать,
Он хочет все бесплатно, чтобы для него было. Некоторые трудятся по-разному. Некоторые трудятся в окопе, не кушают, не пьют, защищают страну. Труды трудные, трудные труды. Другие работают на других местах. Да, а иждивенцы ждут, чтобы им принесли. Я бедный, риск будет, Аллах предписал, риск по-любому придет. Это беда страны, если такие люди. Итак, дорогие верующие, допустим, это мелкие ошибки мы имеем в виду, не нужно их замечать, дорогие верующие. Каждый раз, который бывает часто, тогда нужно насиха сделать человеку, чтобы он почувствовал, что он является ошибкой, то есть он ошибается, этот брат, чтобы он не допускал в следующий раз. Посланник, саллаллаху алейхи ва саллям, научил женщин и сказал он, наставление делая женщин, он сказал, за то, что они много ошибаются, сделать им садака. Он сказал, за что сделать это садака? Он сказал, что обитателям ада будет большинство женщин. Я Расулаллах, за что обитатели ада женщин? Потому что вы непокорные своим мужьям, неблагодарные своим мужьям. Муж 12 часов или 9 часов работает, приносит риск домой, а ты еще неблагодарная после этого всего. Он рискует, уезжает месяц-два, сколько уезжает, он рискует своей жизнью, рискует для того, чтобы пропитать пропитанием халяльным свою семью, а жена неблагодарная еще там требует больше и больше риска. Посланник Аллаха сказал, якфурна ля-ашира, или такфурна ля-ашира, как в версии сказано. Проводите чего? Вы проявляете неблагодарность своим мужьям. Поэтому сказал посланник, саллаллаху алейхи ва саллям, за ошибкой делай садака, не пост, а садака, сказал женщине. Также, братья, нас тоже касается за каждой нашей ошибкой делать садака. Закрываете свои недостатки садака. Садакой имеется в виду свой недостаток словами, делами, делай садака, чтобы исправить себя, потому что человек очень жадный к имуществу. А имущество тебя воспитывает, дорогой верующий. Дальше, что нарушает братство? Фальму'мину ядиль. Верующий бывает справедливым. Уянсиф. Бывает он справедливый. Ую'ти кулли ди хаккин хакка. И он каждому свое право отдает верующий. Уянса заллят. Он забывает недостатки у своего рабочего. За каждый недостаток зачем ты цепляешься? Своим детям не цепляйся за своих детей. Не цепляйся также, дорогой верующий, за ошибки своей жены. Не цепляйся своим братьям, соседям за каждые недостатки. Иначе потеряешь все это, то, что есть. Это является богатство окружения. Аллах сказал в Коране, сура Аль-Хиджр, 85-м аяте, «Фасфах ас-сафха аль-джамиль», красивым образом обходись, красивым образом будь в поведении. Али, радийаллаху анху, Али понял этот аят, сподвижник посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, двоюродный брат, и он сказал, «Ар-рида би-гайри итаб». Это значит, что сказал сподвижник понимания Корана? Сказал он, быть довольным без упрекания, без порицания слишком не порицаем. Сделал намек ему, дал ему знать, что это порицаемое. Все, хватит, брат. Дошло до него, дошло. Сел он наживку, сел. Но каждый раз, ну не надо, брат, разрушаешь братство. قال فضيل فتوبة الصفح عن أثرات الإخوان لأن كثرة المعاتبة تقطع الحبال المودة. Сказал Фудейль, каждый раз, то есть что он говорит, прощение, снисходительность, что он делает, говорит, очень сильно, говорит, делает разрушение братству. Ошибки, которые происходят от братьев, если начнешь ты каждый раз сильно упрекать, разрушаешь братство, а снисходительность это великое дело, говорит Фудейль. Снисходительность великое дело, а много, если ты будешь упрекать, порицать, тогда что будет? Разрушается братство, дорогие верующие. И это касается непосредственно воспитателей, учителей, родителей. Баракаллаху фикум, они должны понимать, что воспитатель, управляющий компанией, он не должен постоянно упрекать. Если постоянно упрекает или надсмехается, то компания не будет работать. Сначала тогда научись, пройди курсы, как нужно управлять компанией. Исламские курсы желательно. Кама культу, как я сказал, ида катрат аль-ахта ла будда мин тауджихи. Если много ошибок, тогда нужно его учить, тауджих, направить его. Валь-итаб, также поругать из-за много ошибок.
فقد يكون الخطأ متكررا. Иногда ошибки повторяются одни и те же. وقد يكون قبيحا. Иногда отвратительные бывают ошибки, ему нужно напоминание. وقد لا يدرك المخطئ أن الخطأ جسيم. Иногда ошибающийся не знает, что эта ошибка великая. Быть может, из-за тебя вся семья пострадает. Быть может, из-за тебя незаумный ход, вся община пострадает. فلا بد من عتاب. Поэтому нужно порицать, дорогие верующие. ولو بالصدود ولو بالهجران. Или оставив его, или порицая преграду, делая его этому человеку как-то, чтобы он остановился от своих ошибок. Как некоторые залезли в политику, допустим, называют себя горе-политиками, на самом-то деле их можно назвать, называют себя политиками и не понимают политика, что такое. Политика с точки зрения понимания ислама, Саса Ясусу Сиясатан имеется в виду. Саса Ясусу Сиясатан. Саса это глагол, арабский глагол. Ясусу Сиясатан. Управлять людьми, объединяя дунья и ахира. Как сделать так, чтобы у них сохранилась религия, и дунья, чтобы у них сохранилась, и управлять этими людьми правильным образом, и чтобы они были блаженные люди в этом мире и в ахирете. Как это сделать? Это является правильная политика. А сегодня горе-политики, так называемые, вуны, обманщики, кидальщики, предатели, продажные люди. Большинство людей, называя себя политиками, называются горе-политики. И так они разрушают, будь это из них, из тех людей, из мусульман, кто относит себя к исламу или мусульманам, они разрушают братство, делают вражду между братьями-мусульманами за горе-политики. Кадая мухимма также из тем, дорогие верующие, важных, то, что разрушает братство, аль-хальту байна хубби филляхи валь аджаб. Некоторые смешивают, ошибаются понятием, что такое любить ради Аллаха и удивлением. Не удивляйся куфрам и кафирам, ихним поведением, дорогой верующий. Или, допустим, мусульманинам, то, что он делает, ты удивился, обольстился, и ты, получается, допустим, этот мусульманин красиво поет. И он приходит, ему говорит: я люблю тебя ради Аллаха. Ла хауля ва ла куввата илля билля. За то, что он хороший музыкант, да? Нету такого ради Аллаха, за то, что он хороший музыкант. Нету такого ради Аллаха. За харам нету ради Аллаха. Ему понравилась его песня, его музыка. Нету такого, дорогие братья. И он нарушает понятие, что такое любить ради Аллаха. Это имеется в виду, если человек праведный, идет на правильном пути, как пророки, тогда люби человека. Или, быть может, его поступки, как у пророков, люби ради Аллаха. Итак, дорогие верующие, посланник Аллаха сказал, саллаллаху алейхи ва саллям, хадис аль-Бухари приводится: «Ван юхибба аль-мар'у ла юхиббу илля лиллах». Человек любит, когда любит он только ради Аллаха. И когда были, это хадис посланник Аллаха сказал в конце Газватуль Ухуда, ифри Газватуль Ухуд был сказано: «И кана юдфан раджулейни ва таласа». Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, когда сподвижники погибли в Газватуль Ухуд, а их было 70 человек где-то, и он сказал хоронить по 2 человека, по 3 человека, потому что местность была очень каменистая, трудно было хоронить, также кафана не хватало. Он хоронил 2 человека вместе в одном кафане, или 3 человека в одном кафане. Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал сподвижникам, когда он их хоронил: «Юкаддиму актарухум лил Кур'ани фил лахди». Он хоронил 2, которые выучили Коран. 2 человека были хафизы Корана. И они любили ради Аллаха друг друга. Из-за чего? Из-за этой религии. Из-за Аллаха. Итак, посланник, саллаллаху алейхи ва саллям, дафана Амар бин Джамух ва Абдулла бин Амар бин Харам фи кабрин. Он сподвижников этих 2 похоронил в одном могиле. Почему? Потому что они любили друг друга ради Аллаха. فدفنهما في قبر واحد لأنه سيكون جميع حميما له يوم القيامة. Потому что он ему будет заступником, близким будет ему. Ради Аллаха, если ты полюбил своего брата, будь это родной брат на пути Аллаха, он имеется в виду халяльный брат, тебе он, маша Аллах, не пьяница, не наркоман. Ты же не любишь его за наркоманию, а любишь его за то, что он покорный Аллаху. Ты должен сказать своему брату, ты обязан сказать своему брату, если ты его любишь, и лицо ему:
Я тебя люблю ради Аллаха, за эту религию, за твою покорность Аллаху. Я тебя люблю. Если родной брат, признайся. Посланник Аллаха сказал сподвижнику, ради Аллаху, если ты его любишь, скажи ему, иди. Иди, скажи ему, сказал, за то, что любит его. Если близкий брат, родной брат, тем более. А дальше другие братья, если ты любишь его, скажи ему в лицо. Пусть Аллах, субхану ва тааля, полюбит вас, дорогие братья. Итак, посланник, саллаллаху алейхи ва саллям, хранил таким образом сподвижников. И сподвижники сказали, я Расулаллах, разве в судный день братья будут вместе? Разве будут в раю также вместе? Да, сказал посланник, саллаллаху алейхи ва саллям, тот, кто любил в этом мире ради Аллаха друг друга, они будут также в раю вместе. И они обрадовались этой вестью. И также то, что разрушает братство, дорогие верующие, это изгау линнамамин валь хасидин валь хакидин. Слушаться кого? Слушать информацию называется сегодня, мягко говоря. А это называется сплетни, дезинформацию, доносы. Слушают доносы. Так называемые госорганы слушают некомпетентных людей, доносы слушают, заявления слушают, когда те являются шпионами, быть может. Шпионами каких-то государств, быть может быть. Разрушая общество внутри, делают доносы, делают заявления, делают сплетни, пускают слухи, где из-за зависти своей, из-за своей ненависти, отравляя общество, отравляя братство, будь это братство мусульманское или государственное, общем, если сказать. Дорогие верующие, итак, Аллах поставил для этого всего правила, чтобы не было нарушения системы, общества, в государстве, везде. Аллах поставил правило такое легкое, сура Аль-Худжурат, 6 аяте. Я его ладина амну, инджаакум фасику бинабаин фатабайяну, антусибу каума биджахалатин, фатусбию аля ма фаалтум надимин. О те, которые уверовали, Аллах обращается к верующим. Инджаакум фасик. Аллах сделал хукм сплетнику. Аллах сделал хукм доносчику. Нечестивец, нечестный человек. Сразу хукм, какой видите? Фасик, говорит, если приходит вам вестью, говорит Аллах, фатабайяну, срочно узнайте, не верьте в эту весть. Заявлениям не верьте, доносу не верьте, сплетникам не верьте. Они хотят нарушить общество. Они хотят нарушить систему, которую создал Аллах. Как пчелиные улья, видели? Они же, когда вместе приносят мед, когда люди единые, они приносят пользу же. Когда люди в расколе, в ненависти, в злобе, люди что приносят? Яд приносят. Люди травят людей друг друга, убивают друг друга, забирают друг друга. Целый бандитский клан называется. В одном государстве, быть может, как некоторые государства. Клановая система становится. А когда люди, как пчелы, приносят хорошее, чистое ищут и приносят они хороший мед. Дорогие верующие. И Аллах говорит, антусибу каумам биджахалатин, за неизвестную информацию, за неясность, кто там стоит. Человек-передатчик, честный или нет, как у нас в исламе, передатчик должен быть честный. Не пьяница, не алкаш, не наркоман, не предвзятые отношения. Иначе нарушится братство. Иначе вранье нарушит братство. Фатусбию аля ма фаалтум надимин. О госслужащий, о народ, о община, сожалейте, говорит нам Аллах, за то, что вы сделали, поверили этим сплетникам. Также то, что нарушает братство, изаату сирри. Когда тебе, говорит, человек спрашивает вопрос тайны, и ты отвечаешь тайно, ответчик или спрашивающий, или беседующий тайно между собой, раскрывает тайну. И тут нарушается братство. Тут нарушается братство, дорогой верующий. Посланник Аллаха сказал в хадисе, саллаллаху алейхи ва саллям, Сахихун Джами приводит хадис. Инна раджула ида хаддаса ахау би хадисин сумма ильтафата фа ва аман. Если человек с тобой один на один говорит, отвел тебя один на один. Некоторые даже телефоны, может быть, уберут до такой степени. Уйдут подальше от всех, от вышек уйдут даже. Один на один. Раз выходит хабар. Кто виновен? Амана. Амана не берегут, а если не берегут амана общество, доверенное, но если не берегут, значит будет конец света. «Ида дуятиль амана фантазир саа», сказал посланник, саллаллаху алейхи ва саллям, разрушится этот мир, если потеряет доверенное. Также из
разрушение братства в нашем обществе, что становится? Иттиба'у-зонн. Ты, если следуешь предположениям своим, догадкам своим, ты начинаешь как будто аналитик, большой аналитик, маша Аллах, башка. И он своим зу-зонном, плохим своим предположением, думает о мусульманах, об исламе. Аллах говорит наоборот: «Я юалладина аману штанибу катира мина зонни, инна ба'да зонни исмун». О те, которые уверовали, Аллах сказал: сторонитесь большинства предположений, большинства, но некоторые из них, 10% может быть, инна ба'да зонни исмун. Поистине некоторые предположения, Аллах сказал, являются грехом, а некоторые, малая часть, не может быть. Тогда нужно разъяснение. Для чего нужно разъяснение? Чтобы не думать плохом о своем брате. И Яков Вазан, сказал посланник, саллаллаху салям, будьте осторожны от предупреждения. То есть, будьте осторожны от су-занна, представление плохое о своем брате. Фаинна занна акдабуль хадиси. Поистине это твое предположение плохое о своем брате, это является наихудшая беседа с самим собой. Ты начинаешь думать о себе и решение делаешь у себя. Он хотел это сказать, он хотел меня подколоть, он хотел то сделать, он хотел. Шайтан тебе делает вас, дорогой брат, чтобы вы потеряли братство. Шайтан, дьявол тебе делает нарушение. Также, что нарушает братство, что люди не ищут оправдания своим братьям. Как было сказано, ищи своему брату хоть 70 оправданий. Хоть 70 оправданий, дорогой верующий. И также то, что нарушает братство, дорогой верующий, как сказано в хадисе посланника, саллаллаху салям, тогда, когда люди суются, не свои дела. Не свои дела. Кто тебя просил? Тебя просил народ быть главным? Он объявляет себя главным. Тебя просил народ быть главным? Нет. Тогда самозванец называется. Самозванец. Присвоил он имя народа, присвоил он честь народа, присвоил он религию народа. И говорит он за религию, за политику, за государственность, за честь, за имущество. И получается то, что он делает, быть может он предатель, быть может кто угодно он, но быть может он самый главный глупым человеком, который возглавляет народ без выбора народа. Народ не выбирает, а он сам себя выбирает своей группой. Тогда это называется сул свой нос туда, куда не надо. Посланник Аллаха сказал в хадисе: «Мин хусниль ислам мар'и тарку ма ла я'ни». Из красоты ислама человека не соваться туда, куда ему не следует. Будь это в политике, будь это в личных делах. Когда у человека зарплата какая-то, не спрашивай его зарплата, какие его доходы, не спрашивай, в какой кармане, что у него лежит, не спрашивай. Пожалуйста, не спрашивайте, баракаллаху фикум. Это из того, что нарушает братство, хоть это мелкое, но нарушает братство. أسأل الله سبحانه وتعالى بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يوفقنا وإياكم لحسن الأخلاق وأقوم الفضائل. أقول قولي هذا أستغفر الله لي ولكم بارك الله لي ولكم في القرآن والسنة. الحمد لله له الحمد الحسن والثناء والجميل يقول الحق وهو يهدي السبيل. Дорогие верующие, посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал в хадисе сахихи: «Ля таджассасу». Не разведывайте, не следите за друг другом, не разведывайте друг за другом, дорогие верующие. «Валя тахассасу». Опять, не ищите недостатки между собой. То есть не слушайте тот разговор, который неприятен твоему другу, который слышит, то есть говорит. Если ты слушаешь его, подслушаешь его, ему это неприятно. «Валя тахассасу», сказал посланник, саллаллаху алейхи ва хадисе. «Валя табагаду», не презирайте друг друга. «Валя тадабару», не отворачивайтесь друг от друга, дорогие верующие. «Вакуну ибадаллах ихвана», будьте братьями, рабы Аллаха, посланник Аллаха говорит, саллаллаху алейхи ва саллям. Итак, когда человек открывает тут базарную лавку, какую-то лавку, рядом такую же открывает. Зачем? Ты нарушаешь братство, дорогой верующий. Тут аптеку, рядом с ним аптеку. Чуть подальше открой, дорогой верующий. Это же не улица аптечная, или это не улица базарная, допустим. Ну зачем разрушаешь его бизнес?
Ну зачем ты так делаешь? Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи запретил торговать над торговлей брата мусульманина, заключать договора над братом мусульманином. Также, если девушка приходит в мечеть, допустим, быть может, она замужняя, мы сказали до этого. Быть может, она разведенная, хочет муж ее вернуть. Быть может, она помолвленная, хочет жениться, брат мусульманин. Из-за этого разрушается тоже братство, дорогие верующие. Кто-то уже какие-то компании открыл в этой стране, открыл компанию или какую-то работу он делает уже давно. Какие-то приходят со стороны, открывают такое же, какое-то дело, будь это компания, любое дело, создает другую группу или другую компанию, что они делают? Конкуренцию делали бы конкуренцию в качестве, но друг другу мешает, бывает. Друг другу мешает, из-за этого тоже, из-за мирских вопросов разрушается братство, дорогие верующие. И ждут, пока я стану олигархом, а другие будут подчинения. Мы не запрещаем бизнес, дорогие верующие. Мы призываем к бизнесу, чтобы зарабатывали мусульмане. Мы призываем также, дорогие верующие, важнее бизнеса и иман, и братство. Важнее бизнеса, баракаллаху фикум. Просим Аллаха, субхану ва тааля, Его красивыми именами, атрибутами, чтобы Аллах раскрыл наши сердца братству, но не разрушению. أسأل سبحانه بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يعيذنا وإياكم من حب الدنيا وأن يرزقنا العيش في جو الأخوة. أقول قولي هذا أستغفر الله لي ولكم. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم رد الأمة إليك ردا جميلا. اللهم رد الأمة إليك ردا جميلا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انصر إخواننا في غزة. اللهم انصر إخواننا في غزة. اللهم احقن دماء المسلمين في كل مكان. اللهم احفظ دماء المسلمين في كل مكان برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله نبينا محمد وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. أنت أقم السلام.